Музыкальный педагог Валентина Гранина несколько десятков лет отдала Алданскому детскому саду «Светлячок». Открывая дошколятам мир нот и мелодий, вместе с воспитанниками педагог неоднократно покоряла все возможные высоты. А маленькие артисты, занимающиеся у Валентины Ивановны, известны всему району. На год педагога и наставника у музыкантов «Светлячка» планы грандиозные. О них узнали наши корреспонденты. У воспитанниц подготовительной группы детского сада «Светлячок» очередная репетиция. Вместе с музыкальным руководителем Валентиной Граниной девчонки готовятся к ежегодному районному фестивалю «Битва оркестров». Слушателей ожидает грандиозный сюрприз. Произведения оркестранты будут исполнять на настоящих инструментах. Мы ежегодно выступаем на районных мероприятиях. У нас уже 5-й год проходит мероприятие «Битва оркестров». И каждый год мы занимаем призовые места с ребятишками. С дошколятами Валентина Гранина работает более 40 лет. Некоторые из ее первых артистов и исполнителей сегодня уже сами бабушки и дедушки. Впрочем, разученные в детстве песенки они помнят до сих пор. По основному образованию Валентина Ивановна – музыкальный педагог, но с детьми ей довелось работать в разных направлениях. Она была и воспитателем, и инструктором по физкультуре. Пока есть силы, будем работать, потому что ребятишки дают очень много сил и энергии. Им отдаешь, и, конечно, не стареешь, а наоборот молодеешь. Маленькие артисты Валентины Ивановны покоряют всевозможные высоты, завоевывая популярность как в районе, так и в республике. Это кадры музыкального ролика, представленного «Светлячком» в международном конкурсе народного творчества ко Дню Хомуса в Якутии. Алданский садик тогда стал лауреатом первой степени. В дошкольном возрасте пользу музыкального развития нельзя переоценить. Способствуя активизации творческого потенциала, музыка благотворно воздействует на всю психоэмоциональную сферу. Ребятишки раскрепощаются, учатся слышать и слушать. У них развивается чувство ритма и гармонии. А занимается детвора с огромной радостью. Они бегут, они ее начинают целовать в щеки, хлопают в ладоши. Они так буквально быстро охватывают ее, вот тот репертуар, который она с ними занимается. Все время в костюмах, не просто пришла, она нарядилась там. Очень много ребятишек после детского сада идут в музыкальную школу искусств. Они занимаются на разных инструментах. Кто-то из них посещает колледж, учится в колледже. А некоторые ребята уже закончили свои учебные заведения в Якутске, и они уже преподают в музыкальной школе. Большое внимание в детском саду уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Через музыкальное искусство Валентина Ивановна знакомит дошколят с культурой, историей и традициями других народов. В «Светлячке» имеется богатая коллекция национальных кукол. Экспонаты изготавливают педагоги вместе с детьми и родителями. У Валентины Ивановны очень много творчества по ее жизни. Она сама по себе творческий человек. Она не может сидеть без дела. Она повышает постоянно свой уровень, проводит различные интересные утренники. Горизонты для музыкального творчества воспитанников «Светлячка» обширны. Для создания нот и мелодий в садике имеются самые разнообразные инструменты. Материально-техническая база, она очень большая у нас. Вот в этом году мне купили вот большую такую колонку. У нас купили музыкальный инструмент. Пополняется музыкальными инструментами детскими. И, конечно, мы их всегда в действие вводим, чтобы дети их знали, чтобы они знакомились с ними и учились, конечно, играть на них. Наряду с приобретенным оснащением в музыкальном зале «Светлячка» имеется множество самодельных инструментов. Их, как и множество атрибутов и дидактических игр, изготавливает Валентина Ивановна. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.